Уважаемые товарищи, добрый день. Мы сегодня с вами находимся и работаем в условиях нового геополитического измерения, как в мире, так и в нашей Российской Федерации, с надеждой на перемены, которые зовут к тому, чтобы объединиться вокруг решения самых насущных проблем, в том числе и безопасности нашей страны. Это проведение специальной военной операции на Украине по защиту русского мира, защиту украинского народа, защиту суверенных республик, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, в условиях, когда враждебный Запад, но это не весь, сотни, десятки стран сегодня поддерживают политику Российской Федерации, но в то же время Соединенные Штаты Америки, Франция, Англия, Великобритания уже более 11 тысяч предъявили санкции, которые усложняют развитие нашей экономики, решение социальных вопросов, но они не становят это. Поэтому мы с желанием сегодня объединиться вокруг решения самых насущных проблем. И в то же время, когда сталкиваемся с такими непонятными, я такое скажу слово, как такими событиями, которые произошло 29 июля в Иркутске. В течение 2 лет шло следствие в отношении 5 граждан, 5 очень больших ответственных людей, в том числе против руководителя фракции КПРФ в Иркутском областном собрании, известного предпринимателя, известного активного коммуниста Андрея Левченко и еще 4 его товарищей, которые работали по ремонту лифтового хозяйства. Так называемое это дело получило о лифтах. Более 2 лет, как я уже шло это следствие, мы очень внимательно следили в нашей Якутии, в том числе. Мы знаем семью Левченко, Сергея Георгиевича, который является депутатом Государственной Думы, в том числе от Якутской нашей республики, Саха-Якутия, является очень активным человеком, будучи губернатором Иркутской области, много сделал, к сожалению, досрочно со своих полномочий, и не только по собственному желанию, к сожалению. И вот в отношении был объявлен приговор. В течение 30 минут судья сухим таким языком, ну не будем эмоций, будем говорить о фактах, в течение 30 минут объявил, что 5 обвиняемым вынесен приговор 32 года лишения свободы. Это 9 лет Андрею Левченко, 7-8 лет его товарищам. Но трудно вообще-то прокомментировать это дело. В течение 2 лет, казалось бы, ну все понятно, обвиняется конкретно, значит, в мошенничестве, в присвоении, в нарушении, значит, присвоении средств по статье за невыполненную работу. Но сторона защиты на протяжении этих 2 лет совершенно обоснованно, объективно, публично доказала полную невиновность обвиняемых, полную невиновность. И вообще в том, чтобы говорить это суровый, значит, приговор или не суровый приговор, но вообще его не должно быть. Они должны быть полностью оправданы. И доказательная, значит, база защиты адвокатов, а они очень адвокаты серьезные, но в течение 2 лет можно было доказать. В то же время лифты работают. Предприятие банкротилось, сотни людей потеряли работу, но лифты работают, ремонт произведен. Люди, которые ходили по этажам, значит, пешком, сегодня они через лифты работают все. Они выполнили всю свою работу.
Тогда возникает вопрос, чем же это вызвано? Вот я начал разговор с того, что вообще-то мы сегодня одержимы справедливостью. Значит, все-таки еще не потеряли чувство, значит, уважения к суду, российскому суду, который к следственному, значит, аппарату, который должен быть установить истину и по закону, значит, предъявить обвинение или же оправдать. Но в данном случае это нет ни одного факта, чтобы думать по-другому. Совершенно надуманное. Надуманное, я таким простым языком, я же не юридическим языком говорю, надуманное и непонятное дело. Вот в течение, еще раз, нужно, я еще раз говорю, без эмоций, и в последнем слове, ну как в последнем слове, которое было дано Сергею Андрею Левченко, Андрею Сергеевичу, он эти моменты все подчеркнул. Кто выиграл из этого дела? Кто выиграл? Те, кто потерял работу, те, кто сегодня, значит, мало того, что 32 года присудили, это все молодые люди, успешные, значит, предприниматели. Никогда раньше вообще не возникало к ним никаких претензий. Они, ну, 5 они имеют 13 детей, малолетних детей, несовершеннолетних детей. Они сегодня оставили семью без средств существования. Кто выиграл? Справедливость? Ничего. Еще раз, конечно, будут обжаловать этот, значит, приговор. Не то, что обжаловать, мало или много суд присудил, а его нужно отменить как незаконный. Но это возникают и другие вопросы. Кому это выгодно? В то время, когда мы сегодня действительно должны думать, как, значит, вопросы решать социально-экономического характера, вопросы объединиться вокруг главной цели, значит, вокруг борьбы с бедностью, с несправедливостью, с нарушением, коррупционными делами, которых, к сожалению, очень много. И в то же время, вольно или невольно, возникает вопрос, что преследуют тех людей, которые имеют свою точку зрения. Но еще раз у нас Андрей Левченко – это руководитель фракции КПРФ. И он в областном собрании ставил очень вопросы, которые не просто не нравились, значит, областной власти, Единой России, а в то же время, значит, требовал решения самых насущных проблем. Неудобный человек, как и многие другие, как Николай Бондаренко, которого лишили сегодня мандата в Саратовской думе, один из самых активных вообще, значит, депутатов, один из самых активных представителей Народно-патриотического фронта, один из самых честных и принципиальных людей, которых знал то, что он говорит, это очень не нравится власти, лишили мандата. Это Павел Николаевич Грудинин, лучшее предприятие в Европе, лучшее, где уже произошло более 1000 судебных дел. Такое предприятие, которое, ну, вообще добивается самых лучших результатов и социальный высокий уровень, значит, в этом предприятии пытается обанкротить и ликвидировать. Но вернемся даже вот к нашей республике. Вот в республике сейчас в целом проходят выборы в муниципальные органы. Муниципальная власть, та, которая непосредственно живет среди людей, депутаты или главы администрации, каждый день сталкиваются с проблемами, и 3000 депутатов будет избрано в единый день голосования. Ну, не могу, чтобы не сделать несколько замечаний и напомнить, что мы неоднократно, Компартия ставила вопрос перенести единый день голосования с лета на март или на декабрь. Но сегодня половина избирателей находится в отпуске или заняты северным завозом, где, значит, 1000 людей заняты на работах, и какая там может быть избирательная кампания. Те, которые готовятся к зиме, это работники сельского хозяйства. Это почти половина членов участковых избирательных комиссий находятся в отпуске, которые обязаны проводить избирательные, значит, процессы, выборы. И ничего подобного. Ну, даже, например, даже еще, не должен сказать, но
Мы же видим ситуацию. Верхоянский район, 11 районов в результате подверглись наводнению. Город Верхоянск сегодня еще в воде. 3000 пострадали население. И там тоже выборы, муниципальные органы, и глава избирается, и депутаты районного совета. Но можно было, и мы говорили уже, можно было там выборы перенести на другое время. Можно. Какая необходимость сегодня? Ну какое там, если люди каждый день, значит, чтобы ликвидировать это последствия наводнения, какие там выборы могут быть? Тем не менее, то же самое проходит. Это раз. Второе, тоже возникают такие моменты, вольно или невольно, по отношению к народным депутатам, которые, к кандидатам в депутаты или в главы, которые выдвинуты от Компартии Российской Федерации, какое-то особое отношение. Вот возьмем Вилюйский район. Компартия Российской Федерации, наше региональное отделение, выдвинуло кандидатом на должность главы муниципального образования город Вилюйск Миргустана Владимировича Афанасьева. Он работал 5 лет. Все эти годы отчитывался и получал хорошую оценку за свою работу. Поддержку избирателей в решении вопросов, или это освещение улиц, это ли организация пляжа, или это открытие рынка, который сегодня в условиях санкций дает возможность реализовать свою продукцию, продавать ее, поддерживает, значит, переработку сельскохозяйственной продукции. И в то же время, в это время, когда сдает документы, значит, на регистрацию, и в это время проходится организованная проверка. 11 сентября Вилюйская, например, значит, в этот период Следственный комитет по Вилюйскому району проверяет по факту укуса ребенка в вопросах организации работы по отлову собак за 5 лет. Администрация изымает все документы, смотрит, значит, все другие вопросы. Министерство внутренних дел республики на основании распоряжения расследует вопросы земельно-имущественного характера на предмет законности распределения и приобретения многодетными семьями инвалидами земельных участков. Департамент по борьбе с коррупцией при главе республики проверяет достоверность декларации Миргустана Афанасьева. Но как это понимать? Значит, какая это необходимость, значит, в этих вот именно сегодня, в тот момент, когда человек, выполняя волю своих избирателей, регистрируется, собирает документы, но вообще непонятно, что именно сегодня это возникает. А вопросов много в Вилюйском районе. Например, в 2017 году был сдан 18-квартирный дом для детей-сирот. И в этом доме, где 18 квартир для детей-сирот были построены, живет всего лишь 4 человека-сирот. А где остальные квартиры? В 2017 году Миргустан Владимирович не работал там. И сегодня несколько писем уже ушло и в адрес главы республики, в адрес правительства, в адрес других, значит, органов власти. И ничего не делается, ничего не проверяется. Более того, ремонт этого дела, качество строительства отвратительное. Сегодня там как люди будут зимовать. Поэтому вот второй пример. Первый секретарь Ольга, первый секретарь Алданского райкома партии, значит, ее обвинили в незаконном проведении публичного мероприятия, шествия. Они шли навстречу с народным депутатом Розой Васильевной Солнышкиной, шли навстречу. И со знаменами шли. Ну, раскрыли знамена. Управление внутренних дел возбудило административное правонарушение, присудило 20 тысяч штрафов. Мировой суд в первой инстанции отменил это решение. Мировой суд отменил, как незаконное. Полиция подает в Верховный суд, пересмотреть. Верховный суд отменяет судебное решение, значит, мирового судьи и, значит, присваивает ей, в смысле, присуждает ей административное наказание в размере 20 тысяч рублей на выплате. Сейчас опять идет обжалование. Но вообще, как же подумать, человек с флагом прошел, 2-3 коммуниста прошли с флагами, и такое им публичное нарушение.
Такое административное нарушение. Вообще непонятно. Не более того, непонятно. Так дальше просто не пойдет. Не пойдет здесь говорить, если говорить о честных и чистых выборах, то, значит, вот эти примеры и другие говорят о другом. Нельзя так относиться сегодня к избирателям, нельзя относиться к Коммунистической партии Российской Федерации. Мы сумеем защитить своих кандидатов, и не только своих членов партии, но тех, которые сегодня преследуются за свое инакомыслие, за свою принципиальную позицию. И еще бы один хотелось момент подчеркнуть. Ну хорошо, дана была команда в отношении Андрея Левченко. Была дана команда. Ну потому что нет оснований, объективных, никаких нет оснований сегодня такие сроки. Вообще состава преступления нет, как об этом доказательно, значит, защита представила. Ну, дана была команда, но есть же суд, который суд вообще-то должен служить только закону. Только закону должен служить, а не тех, кто телефонному праву или командам сверху. Но он следственный комитет у нас, следователи, работники прокуратуры. Но они тоже вообще-то, наверное, думают о своем долге. Но еще нужно заметить, все, кто занимался этим делом, практически, по-моему, никто сегодня не работает. Те, кто начинал следствие, кто дальше его заканчивал, никто сегодня не работает в органах, значит, так можем сказать. Но они же тоже, значит, ну как они принимают решения, когда видят, что, значит, несправедливо наказывают людей на такие сроки, но должно же быть у них чувство, честь военного, честь вообще следователя, честь человека, который должен служить своему народу и, значит, закону. Вот я думаю, что это тоже немаловажно, и каждый в конечном счете будет, ну, придет время, он будет отвечать за свои поступки. Обязательно, каждый будет. И за хорошие, и за плохие. Поэтому в данном случае мы и дальше продолжим. Сегодня обращаемся в нашей республике. Мы еще раз присоединяемся в голос присоединяем в защиту невинно вообще осужденных, не по закону, получивших такие большие сроки, и Андрею Левченко, и его товарищам, которые должны все-таки, какая-то надежда присутствует, должны пересмотреть их кассацию, и они должны быть оправданы.